Нахожусь в охотничьей избушке. На улице дождь. Так и не перестает. Целый день. И всю ночь, целый день идет. Решил, вот брусника. Собрал свежую бруснику. И хочу из этой брусники сделать быстрое варенье. Сварить быстрое варенье. Ничего сложного тут нету. Брусника. Половину тарелки. И 1 к 1 еще добавим песок сахарный. И будем варить. Так, брусника есть. Где у нас сахарный песок? Вот я в таких полторашках и таскаю сахарный песок. Как бы и мыши не едят. Ну, мышам недоступно. И легкая посуда. И вот добавляем, не жалея. О, видели? 1 к 1. Можно чуть-чуть меньше, можно чуть-чуть больше. Но все делаю на глаз. Все делается на глаз. И так. Все, процесс пошел. Минута еще не прошла, и уже вон все уже начинает там кипеть. Тыкается. Это быстрое варенье у нас получится. Буквально там 10 минут. Вон как кипит. И запах такой, аромат идет. Медленный огонь. Быстрый не надо. Так. Спокойно, чтобы варилось. Будем ждать готовности. Вот так ягоды уже лопаются. И все выходит там с песком, он перемешивается. Получается такое варенье. Конечно, чуть-чуть жидкое, оно как сироп. Но это еще он горячий, а как остынет, все будет так, как надо. О, как круто. Вообще сейчас выйдет. Надо следить за огнем. Чуть-чуть убавить надо. Хочу дать. Никого не хочу учить. И не буду, конечно. Но хочу дать совет. Ну, некоторые ягоды собирают, и из этих ягод варят там по 100 банок варений. И у некоторых там песок жалеют и начинают там стрелять, крышки там вылетают, ягоды портятся. Когда собрали ягоды, надо эти ягоды почистить и хранить их в морозильнике. В таких кулечках ставишь и морозильник. И вот когда зимой захотелось вот варенье, скажем, не в большую посуду так ставишь и варишь. В небольшой посуде можно сварить небольшое количество варенья. Оно как бы свежее, вот вытащил из морозильника и сразу сварил, и она свежая. В морозильнике вкус не теряется у ягод. Также и можно там хранить все что угодно.
Вот уже ягоды почти все полопались, там варится все. Уже почти готово. 10 минут еще, наверное, не прошло. Не за счет, конечно, но вкус. Можно еще пробовать сгущенкой. Там сгущенку залить. Но это в небольших количествах пробовать. Там, если понравится, я думаю, не испортится, если сгущенку добавить. Там вообще вкусно будет. Конечно, в магазинах тоже продают джемы всякие разные. Но в них что-то добавляют, и там аллергия и чего угодно можно там. Все что угодно может быть там. А осенью не полениться, сходить там в лес, собрать эти ягоды или свои там из этих ягод можно варить. Компоты делать и варенье варить. Ай, вкусно. Сладкое вкусное варенье получается. Вот как красиво кипит. Кипит, варится. Да, он уже почти готов. И все витамины там остаются. Никуда они не денутся. А вот в магазинских там вкус там есть, а ягод вообще нету. Вот такое варенье из брусники. Любой может сделать в лесу, хоть где угодно. Можно на костре, можно вот сейчас идет дождь, на улицу не стал выходить. Есть газ, на газу все делает, сейчас можно. Цивилизация в тайгу дошла. Есть розетка, можно и телевизор, ноутбук и таскать. Как мы видим, ни одной целой ягоды уже не осталось. Все полопанные уже. Все, варенье созрело уже. Варенье можно считать уже готовым. Все выключаем и пусть остывает. Как только остынет, начнем пробовать. Да, все, варенье готово. Выключаю. Моментально перестает кипеть. Все, пусть остывает. Посмотрите, какой красивый цвет. Алый такой. Не знаю, на камеру как там видно, но вот я сейчас смотрю, и цвет очень приятный, красный такой, алый. О, сироп такой. Настоящее натуральное варенье. Сейчас будем пробовать. Налил чай. Сейчас будем пробовать варенье. Сироп там. Сироп течет. Это нормально. Еще полностью не остыла. И она жидковатая чуть-чуть. Вкусно получился.
И не надо покупать. Можно все делать самому. Недорого, вкусно и полезно. На этом все, пока. Ставьте лайки.